Үрігін бұлдыр, ебе Балтай Мегуз, Балтай Николай Михайлович деп бірінде паспортқа, бірінде деп Институт культурінде, манан должность кафедры, доцент болса следет. Олінде аслы брендеген рен, көртшілер ек, шамбанды, шамды геатпаны, доцент десе. Бренде деп ебе халық еткерліхне, мұжын халық еткерліхне институт брендесі, онан десенде құра бара. Пилік сол ғалла, пирен Шубашқарда, шак институт культуры есуменден де ұшырес шагынбек факультет дейін бір. Шагынбек адалану курнымай, қамрылыға адаландар астесі институт культуры есуменде ұшырес халық еткерліхне. Тұрысына сәмбек қаладым болғанде. Бара, она уйжаған зентен бірінде, бұл Николай Иванович Егоров, Манатчан Зейлде бұнда, ебінде қамырын, еткерлігі қамырын история дейді, бір, құндан де қамырын аваллыға, дей бір, тіпче деп тақшандан бақ, ебі қам ялдан, елді крайынден, ман ате, азатезен, чөнжері бұлчыр, күрде остазен бұлны, ебеден де Шаңбек пәжекірен шиденде осталға құрза, асан незен мен қалаза банезене астывады бұнде. Шамбада манжын шағы пиде бұзық сауыныш бұлжы. Мәжіндезен қалтсен шақ халық еткерліхне, халықын аваллықне тіптеген земінде өзен пұлза, андерта Шағынбек қайсен тіптеніне шкулда қалыбыр шук бол институт шайынде, Кулман бол, қалында институт шайынде де, Шағынбек халық еткерліхне, ебір түргемен бірекме бұлдара бар, пилік шоу, бұл ти ұзық пирінжен шейдінлік бұлды. Манын диплом зененде ұзық ұрзауында ұшырмыр, шақ ұйрама дейбір, бірзен ана ирік парат мұсқағында берін, күнда Министерство культуры, пиде Шағынбе следінде тұрса. Манын Шаңбек предметсе, ебе вренде деп рисунок, живопись, композиции, скульптуру, пластическая анатомия. Тодан де ты предметсен де, онда мана хадер, вағыт чукибен де, хвар білейдер халги, везде әлгерей местен бәдемсіре. Тодан де хамырлыған де ебе парадып шақ композиции предметра. Мүрзен ебір халықты ұлдарылығынде, онда тірлейені бұр, тірлейіне деп жені жоқ, шақ композицияде түрремен өзіне ебір тіпсен бұлдыра бар. Мұскер вренде деп ебі студентсіне пірремеші. Аландарза барадып, малдан хамырын елайырге, аваллық, міндума кирлі бол бере. Мәжізден халхи бол отыра, кейбір глобализация дейбір бол отыра, сензен түрлі юғыма бола, Шаңбек ұлдаланасы, шағы тәрәс бол дейсі, бара аландарда барады. Ваттызен не мүжін білмелі. Мүжін дезен, ваттызен кына пире. Лайық болма, ергелі болма, телейлі болма, хызен пұлдарылықне пире барзақ варына. Пире вренцех варна, взем пире ниғы жиде натяр сумма. Шағынба вол тәрес. Шағынба вол келі жүлі. Мүжін десен, она параганзен. Тағам ют халық мар, пирин атя не, азатяса не. Взем хе пире деп юмақсен мұрлы, ваттызен сымағасен мұрлы. Врендесі мүлі бұл машқан, еврлық ран мүлі тұқ машқан. Калбар пирен пиде вэлы елабыр, неме. Ол бәдем бұрде бұштарынасы, әрі бұзды кәштівасы калбар. Вады зәмшеме каланы. Еврлықра бір-біріне бұлы жүрдені. Мүжіндесен еврлық санында бұлма бұлдырады. Сәғын жүхне санада бұлы жестесі. Сәғын бұды візен каланыне ебір пиде бұзық вырына құқыра парынде. Візен тыцабық малы калабар анайбар еткерліхне
терезенте, тунзенте курапор, сюрцем, кубаласы милле, вот милле слесе, эшхадрезенте курапор, милле взем килишюлле, милле взембе мелле слеме, сяв осталыха врензе, малланде, тебір шая ғазан ебір хабардашы. Вот студентімнен де ебі сяв вредный тухне, сяк осталыха Алла илме пулжады. Мірзен ебі хамды пиде сяк на тіптен иманде ебі хам врензе бердім Санкт-Петербургра, ананде бір Галапар академияде ебір, пызык білі ондайзе, Шамбада сяк пәлеведе ебі ұзығырады мірзен хамрон ела еркери пуялныға авалгиллегіна курмалымар, халхи курмбада курмала. Мірзен халхи вағытыра калбар, компьютер зен бұр, түрлі технология зен бұр, ебір калбар пәреміш курсыра хамрон авалги юмақ зен бұрлы, мультфильмде дұрымар, бейді көзіклі, міллетін же бұлзақ айныненде. Шамбада ұндан де түрлі компьютерін программы зен ұзы бұрапыр, бұл тәлімелен вайлы использия. Шамбада ибир шартна тепчен немайынде студентсем мыскер от сынабынде. Өзен хызен ватысыне, хызен кіленте мен бұлзайыртыне, шемде хизеплеме бұшлары, өзен шак пілдерішіне ұрықла курма бұшлары салы, шак нинге мар бұлым зененде калабыр. Азанде жазатсарат, я ашамы жазатсарат, хулана, я онда калабыр азен канмалыгын сенде ялада сенде урамра ергелі бұлыр телелі жыл бұлдыр тенізіне тебірхот оман сайылдес мүскере білдерет қалым. Вол ұрысуны, вол пиде бұзып сенбек адалыну переншәк шутланады. Вол кабла немете марбе тыңнады, анжақты перенделарға сенбек калапырынде кардышынде вілдерен, пизен, сенбек армуты анүстердес. Мірзен вол аванмар, онбек сере туыры кемес. Сәңбада ех вайлы адаландыр дезен, сәң пір вілдерене татны де, еға бұлышны. Ех сен күнібе, ех сенден үрі жұмышланы де, күнгазан де, үрі жұмышланы де, вол еға вайладат. Енденде ех шөнесі тұда мінде бөлін үрі істузан, вол тұда вайлададың де. Вот еп калабызыне, езір хал чағында времени, вол пирин вадазыне хизепленіне шутланат еп. Мірзен ебір мен дүні вол ки бұзық кәлі дезен де юра. Мірзен вадазен пирин жіне бұғасы. Мілендім ебір қалбір хамыр азезім жіне мілі бұға бар. Ебір мен біліне вазен амбырағышлатсыр, ана адаландырса, лайықлатса, онба ұзы күртсір депір. Күндан да пирен институтуран ебір түрремен шағидузем жіне татса барапыр. Візем күнда шақ авалыға депчен емай шағына курастысы шақ тебір жайран деп ол халхи ебір уявсы емертере бір қалбір хула күнне, республики күнне, парчалық уявызем бұзайырдес. Тірлерен күнда қабыр институтура уявзем бұзайырдесі шақ пілеве азем ұндата да ұзы құрашсы. Тада қалаза қараймарам, ебір мүлі кайран камбул зайслесі азем, шамзіне қалаймарам. Взем кайран хамрын культурны, хамрын ела ергене ұландырса вренце бұраған зем бұласы. Тірлерен садезен деслен бұлдырасы азем, тірлерен үнер шкулезенде вретме бұлдырасы ұрықлавазан халық хушинде әслеген синзен боласы. Жаңбада візем хамрын ела ергене лайық біліне, тербелі ұзы құрма біліне, тұда вретме бұлдарны синзененде, халықева отыра синзен вғыдезен десектені, шамек тепцезел армаш, разал армашкан, ұрқылазан візем синзене пуямладасы, врендесі. Шамбек специалисты бір қадірле бірінде. Перентіллері, ол темле пызық елдемезен де, Шағынбек әш, те пызық әшінде ол бірінші.
Мегоси вот инде язепидину мәшлеем юба зембе. Вот юба калабыр философия юба белдержи bir кышкал забрадыр шем кыстан брать вот перехе был кышкана уйр тарзадра гитти калсын дени бир юбаларды. Ку вот ша юба берги ша тогырвун бар тогырвун висим шулзенде биде кызыкланзы карым дена. Мыжынзен валагалмар тыдап тахал юбалардап тезин. Бирен культура, ну, жылайыргере дей биринде. Шак юба жылайырге биде пілдеріші. Калбар, вот бирен туя каясы. Туя житсен, туйжинзене кәтсе илесі. Туй ердюзи, онда биден сәмбек пілдеріші юру юрлады. Шалында биден умай юба жинжен юрузен бұр. Калбар тоғырын тоғыр юба лартрын бар. Тоғырын тоғыр юба жинже. Калбар сиде юба жинже. Сәмбек тірлі чертунзен, озен юбизен кемелден ұлтынран, пағырдан. Калбар пағыр юба жинже квағалар адында. Кемел юба жинже куку геларат. Ұлтын юба жинже мұртқай геларат. Візен бұрде шак тингана прилежестене шинзене, ну, туягилне шак дела ергене думавша, ыры сунашса. Шамбада калбар шакында, ну, туй жинжене вайма. Хал вот тырлы дела ергене кірзагарха, падемшерде калбар, ну, ырғаяр, варизу, унда каллех, шак юбасын пілдерішті. Варайбы, хамын шак Пулдарулықра халықын сәк еткерлікні ұзын бұрады. Тәп шу ұжынды мәскер бұл. Юба трацалартыны вырдаған калабыр ябалана трацалартыны тәнзе тұзағыны не білдер едінде. Бірін ела ергере ол түрремен шамбек. Хышан юбана трацалардасы, онан де кәлебе тасадасы, мүншінлардың де каласында. Ларды чене қалашқа, жақта лардсанты да, онда ежін туры, шиғлақ туры депір, ебір мүндіні бе келешілі бұл депір. Ұрқы азанынде, пәдімледілі, шак мана түткілары, епшілары манында шак адалыну, бұл шиғынны шак тәнжебе, шак тәнжене хитерлерде себе, Пуялада себе жиғында. Шамбада шак юба бұл түрремен кеселегет халқала піріндіні философия депір халықын ки бұзық пілдерішінден бірінде бұл халықын шонары, мінрендігін садырады, тымары, перен вадызен ғана, турызен бәтіне, турызен еланастызен килдеді, хамырын тымар бәтіне, хамырын Вадызен батне келді. Перен ағалден каламанында шүлде дұру, тада аттия не мантуру дені. Бұл хамырын, ну, манын пұлдарулықыра, ки бұзық пілдеріші. Шамбада ебі, шак юбасетің жүхне, шак сунар ұлы бұрады. Мерзен, ман тұрлерен калаш үзенденде, шамбек калаш. Шукрич хадиш хали, перен пашалықыра нештада шамбек юбалардасы дела шук тесінде. Юка хал хи юлашки аллы жылда, яшар жылдылыққа қалық бұрмас, бұл бұрна пен-пен жылды. Шамбада онда шак юба білдеріші, ти паримыш вырынзенде тұрады. Шамбада онда қалабар, ұлтынду, пағырду, кемелду, ти жылде юбаларады, евышларады. Ол ша мүжін білдеріші міста, ана ағал камышын тудыр не ұлғапта шамда юбаларца құранды. Ол ке бәжіғін ма, лардасы жын бар, ана тәндене бұлдарасы жын тұна. Шамбады ебірінде адылдешінде вынеге жол әслерімір, онда шағвадыр шәркерік күлебелі сонарлы юбалар тұрмыр, ана небір Юрий Симонов пирен асылы шуланат,
санатор ердюси, он иригибедова пырынды, анжақта хамырын авалхи елайырге пирен пірремеш вырында дыранды. Шамбада она темызы каштав, но онда хуршынаған арзем, онда кашны жыл вунжарын бұштарына тұр, взем хамырын елайыргене сирен тұтса бұрасынды бірзен, онда пирен пәдәм күлебе, менеде бұлін пілдересі, пілдережі пиде бұзық, ондан де бір түлезір ертере бір экскурсия дегенде, онда пиде тарын оландырза барап, сеген сүр, иксеге де оландырасы, арағашын келмей бұлдырасы өзен, кашны вырзан егодын, онда ердет, вуны сегетіре ұз ердет ол. Вот, кәскен қалазан шамбегінде, бұл юба, күлебе, ана пирен күлебе десе да, Халгиева отыранды скульптура десе, пиде пілдерішлі вырын. Воланде лардасы жеңгіна бар девке, тогда қалаза барасы жеңгіна бар, вол сонарлы, пұр девзем сонарба жеңгіна. Сонар вол мүскер, вот сымақ вол сонар. Вол міледе болен тендене оландарза бала жүхне, пармая кирлі сонар, пирене авалхи вадаземенде каланы тірлі тендене сонар дейді. Вара езір бұян ланыр дейді. Мүрзін калбар темір тенди бұр калабыр жалай, сил тенди, вуд тенди, ұр халық тенди бұр. Вот вұлымде тендебе жиғында. Шамбада кашны тенден хойын елы ерги сонары. Вот пирінденде, вот калабар мүледе бұлын варизоры дуындықне, вұл тенде дұза бұлады. Шав тендене бұла, вұл шак ұйдыва татса барады. Онда вол юбилейларда тендене малдан тумалайша, кайран вол шав юбай ердаврат, ергеле шав тендене лайықладады, вара вол шав тендебе тванлажады. Пілдері же шавлан деді. Үтті қалақсенде вол пұр бөлі тені, анжақта ебі хамрынне юлдарақ тәпсене. Хамрын шак юба культурынде дейбір юба еткерлігінде, онда хамрын тендене олнамалы чәлге онда. Шамба манжым вол қосықла. Ман осталықыра вол пареміш вырын ежінадынды. Еп шамбегех сенсенінде оландырза баны жүхне, бір хамыр инерзесене оландырза баны жүхне, вол олнамала тенде. Мәрзен ананды перін вадызем, перін вада шидерне, темизе, вот нанде сенде каласа прибір. Темизе миллион перін вадызем сюралына, виліне, взем она тәріслезе, чи тәріслене перін вада шидерне. Шамба вол тәрісті. Вот тәріслеге бір мүлі омана барға. Калыбыр ебі үнерзе. Хамын адязем маны үшіл бақарыз. Малдан ебізіне вренде. Взем шавна була, шак тенжене онланза илейесі. Ебі шавна пілнебе. Ондан ебі ұзы бұрап, хамырын вадызен, адян оландарын жүхненде, хамырын вадызен тенжене, елы ергене, пілуне ұзы бұрап. Ондан взем хойзен, вол галбыр қалман, вол шеремре, аслында, вол хойн пілуне ұзы бұрап. Варанде маныны пілеве ұзы бұрна, вадызені пілуне ұзы бұрна, хойн пілуне ұзы бұрна. Вара туба бір ебір шак тірісліхне. Шаманбек қана перен вадызем тірісліме хушына тірісліге. Мен вол тірісліхтезен кашны хойнне қалады. Вол кашны хой қаланы гына. Шамбада ебінде сәк хамырын вадызен, хамыр ела еркенде, хамырын халықын еткерлігінде шулап. Пәден сәк сунарзем тәріс. Шамба візен гирет пілдеріші, гирен пілдеріші. Самба студентсіде оландар заманы жүхне, сәгі пірреміш вұрын ежінадын деп ол. Вара өзен сәкіна олан зәйлесі ховырды. Мүрзен вол маңын тірісләкіна марызға, онда өзен де вадызан көкшімді, өзен де вадызен пирімбе қуындаш, пирімбе тұвам. Манжында өзен де ютсінзем бар. Ол пирін тентене туны халық. Шамбанда пирін жын ол сәк халық етерліхне, тіпчені жүхне, сән институтранда, біріміш вырында. Вот тәрлі халық
тенджере хыне терлере көрәт. Тенже жайынде. Кіші президент дегаласы бире туру суйлазы еліне халық кеші. Те президент галасында биринчи төрөстөнлү халық ебирдеші. Те президент дегаласы чи хватлы да дезе галаны улдарыс. А вот чуваш чамбек галаны чуваш процент тенже бедеттени. Вот чакна миллион эмес. Бул жамек каларым каждый сымак сонарлы десе. Шак каланы де бул сонарлы. Мына дейби хамын вот шакаски воготра пуштарны төлөбе визей место. Эбенде кунда шакна саналандырса хамы уже каласа баны жокненде коллег узугурашын хамырын вадызен пөлүни. Вадызен мен каласа барны зене узугурашын менде. Тенже бедеттени де эпшулап. Анан де каланыга кундан де ватызен каланы калам. Тенже пятмес десе, тенже пиринден малдан да булны десе. Шамбада пирин хышында юлат десе. Ол юрузен еспленинде. Шамбада шак вот ваш пациент тенде буде тени, ебенде она эпшулап тень был юлашки вогатсенде каласа барнана үті халығына каласа шагынбек халық хушыне картіне она ыйдулы она вот калаймасты бірсен ендинде елайерге хамырын елайергезене поқсасын хамыр вадасенен каласа барне поқсасын онда мүлі бұлза тұғатқа вот көшті херене бұрына бар ну шақшу ұшкері да бар вот кашни ваданде кашни аша маш адизем алансам каша дуксан азени пехиллес вилес улын пехиллес шак вастывапка вот пежекөсүнү вот шак вады батне шак тванинде ташта урнанде тенжегеринде ташта Владивосток пережит булнунде тенжегери Дальний Восток ташта например спочтаванде халбеле проган пежекөсүнү тенжегеринде гүлне пехилли медитис ебір менде было пехиль вара сиде немай вот шам хал тепче немайде бирин вадазем унда тюрем галасинде пехиль был ну халге чархиде галазанде был инструкции шак шарсинде менле телеле пурмалы инструкции пехильде унда везегенде вот ватызен самакасем везен пехилинде пехилде пернан пил пехилде пер шамбада шак пехиле везен тивишле булмалы булна онан жагал баман бул пиде азанлая бола булна тадан де халык тада каштпорнапор пирин жыла эркере везен пехил барастенде галбар шугалмас ютка пирин жыла эркебе везен анемне тебир гут шугалмашка хамырын йохрар хамырын калбар сенере темиже сыбыкран калбар мон сенинде вол шурална булдар вара шак монуге шак пехиле тивисте булсан ана шак биленде вол барзак барна пехиле ашына барзак барна азат жер калбар ашыны барзак барна тадан де вот индини каске булсан эзе мон азат жер барзак барна хунажуна вот вара шагада шуралатанде шак хой барзак барна пехиле вол тивисте сенбере шуралатта вара шак пехилдырык ана шидиндерес шак инструкциядырык ана шидиндерес шидиндесен вол тивисте арбулат калабыр херарым вол шак тивисте пехиле хойн моногитинех илетте каллех хойн моногитин ну хойн адисене барзак барат баранте кунда бумле булзадыга визен вилемсер булзадырасы визен вилме булдыраймасы негизанда енденде визен тивисле булзан бирин жыла эркере шак пиде пилдеришли вырында варанде ватызен каланы пехилли син пин жула дени пехилли сирсин вис жула
Вот, урухалазан де инструкция урынма шук. Вот калбар халхи кунра онлан марнеки машинка жүрейменде. Шусен тухсагарам. Шидеместин шитмелесери. А пехилбенде эзе шитме булдаран хотеста санжан падемтенде ужылат. Межден инструкция дермер пехили. Ундан де инструкция маскеринде. Ол пирен незелзен хозяин кущулы бе, хозяин вилеми бе, хозяин уже бе, хозяин савана себе. Туптана шав пиде войлы пелеви. Он яде пехил дермер. Вот. Я шула пчамбада чваш пациент тенде бедетине шула вол тен кайрах по бузаган дизушла. Вол индинде хамрон елайргене перемеш пелдершле вырна курсан ана тептезин шакс волонде шаксымаксын пелдереше падейт. Ебінде шаме голана. Мерзен вол петме булдыраймас. Индинде тивисле булмаса тен падейт. Епшамбек шуглабанде. Онда тивисле марсин земзинде бират пурдеп калашу. Мерзен тивисле булзан вол петме булдыраймас. Ебінде шамбек калам булдар мезинде. Волде ебінде танаштарза шушлан индин. Ну хамын епшупланы гнамар был, хамыр делайргене тептене май, епти везех тептеменихе, везех везентереместе. Шабада тен тевритен таллайхах талмандырсы барат. Тавда хуси. Вот баян булзайр деген пілдерішлесінден глазы балан бұлдырат. Кышт мірзен баян вунза кырмаш үйін, вол тундыгунынды, ебір хамрон диплом есене хюдлет бір, каларымалдан институт культурын жейінде, ку халық еткерліхне тептесінде пилікшіл бұрад. Ондан де ебір юмақсымақ, тодан де тыцабық малы үнерліхе деп чепір, онда каларымында тірлі енді деп чепір. Шамбада қал пилікшіл врентних үшін, ебір хамрон шак вренеген зененді, хал темір ғуд, хазенезде бұқса хақ парапа. Маранде, атыненде үрізімза, малла ішлемешкен, өзен бұласы вренеген зен. Шамбада шак есененде пиде яваплы, пиде сауынза әслерімір, турымыр. Күндан дети қызықлы зен, ебір турымырында амасан зем синден, пирен пиде бұзық улып кінегесінде жерзабана амасан юрек кезінденінде, шак каларымды боларақ. Шагы пиде бұзық сынар, онда визе болады тум дейір, ташласы, уйласы, ондан де кәвинеге сирны. Ондан тебри, пілдерішлесінден бірі сұрғури, пиренінде пиде қызықлы ердет бол ялзенде, онан дейбір қал тебір жая қыбатса, қамырын сүйдірадымда қалбат ташласы, уйласында сұрғури безеғында, онда сынарзы ембейді қызықлы. Ондан сирем күлей беренінде пәтекірек шак күлей безем, чевашли алі, онда пейді қызықлы болмалы. Ондан авалхи пирен шак хитре көгір ережесіне, шак темірден кемелден туны ережесіне, бір халхи тумшіне, халхи уявсынде өзі құрмашқан, шабек пілдер ішлес тұрмырынде, ана туаған зем манайбы туады студент командесілерім, екі жыл зем бұрысем, екі жыл хамыр халық, күнда мүскер көзіклі, шак херземенде онда берін, немінде хүледе взем вұдан мазыр, савынса, пирин мар дезе тымарыз, пиде кымыл өстіріз, шағы пиде пілдерішлер. Мана ол савындырады. Шамбада ебемен қалашан, шамрықсене, қалы шақ құраған зене, хамрын елайыргене тепче. Мәжіндізен ұнда пирин аваллық, пирин ұнда пуласлық. Мәжіндізен енден ебір шақ аваллығы хамрын надязене. Лондарза парзах var аймарым рыбуза, пирин пуласлық шук, варан дек, тенгіна қаларым бар. Вара тендеп цин шак чывашық фрейт терім бар.
Мырзен шактензине ибир птермилимар, вара ибир деп etmespir. Вот. Шагынды пызыка испирен. Шаг институт культурынде, таданды история бие бақсан, пирен халықшын, бұл кем пызыка шидене. Ибир халтен халық ұсталық не, түрлі уйрым сензем ғана, сәндек онанды нужаба да, чунайдны беде, іслегелезе халық патнешедеріне, андяқта хал, ибір қадырлепір, шамрықсене, қожызем пиделайық, олнанайся, всякна врензе бдерне высенде, он пілдеріш не пілессе, взем халық кушыне каясы. Вот тадан де каларым взем адезен садезенде, слезь шкулзенде, түрлі шамек халық кушынде слесінде. Сәмлада он пілдержі бұзық. Вот олмажын сауыныз, епшылап халық шынде сауыныз. Сәмбек войлы специалистен бұлынжы. Аллах, правдамыз.
Филиппова Дарья вот, взяла эту тему не зря, не случайно, потому что мы все вот эти 5 лет это все изучалось, изучали, вот, и у нас направление этно очень остро стоит в данное время вот это, как адаптировать к современным стилям древние наши красивые украшения. Тема достаточно очень довостребованная, скажем, требуется, но взяться за это даже современные мастера затрудняются. Поэтому я считаю, это смелое решение с ее стороны взяться за такой трудный, достаточно объемный, емкий. Работа была проделана колоссальная, скажем так, потому что она очень достаточно щепетильно отнеслась к этому, серьезно отнеслась, потому что впервые это все происходит в стенах института и вообще впервые, скажем, для нашего народа, потому что до этого все это делалось, все это, конечно, мастерами, не было забыто это все, но молодежью, именно молодежью это было воспринято так серьезно и подано очень достаточно квалифицированно и очень добротно сделано и красиво. Вот желательно, конечно, чтобы посмотреть с близкого расстояния. Позови, пожалуйста. Вот белая одежда там кто у нас была? Да, вот это вот студенты, они практически из города. Это им не так, оказывается, далеко заброшенная тема. Это их трогает, волнует. Это очень существенно, потому что молодежь – это наше будущее, как мы говорим. Они сейчас после завершения, получив дипломы, идут работать в художественные школы, будут являться руководителем каких-то студий и так далее. Это очень важно. И я думаю, вот когда смотрим на эти планшеты, она очень грамотно это подала. Все выверено, все найдено, скромно и очень грамотно решила она это все. Вот, видно сразу. Это я так считаю. Я думаю, комиссия со мной согласна. И думаю, она с темой справилась, и высокая оценка ей мы должны поставить. Вы справились со своей ролью, хорошо представили, спасибо. Но оценку руководитель не объявляет. Да. Но мы прислушаемся. Так, я попрошу Инну Васильевну озвучить текст рецензии, подготовленной Кузьминой. Сюда подойди сюда. Так, оцените вблизи, пожалуйста, Да, этот это- наряд. Дарья, расскажи. Можете потрогать. Вот, Действительно нарядно, красиво, Какой да? материал там использован? Здесь войлок, специальный войлочный. Да, очень интересно. Бисер, да? Вот металлические очень красивые вещи тоже. Мгм. Озвучили. Ага. Представленный дипломный проект «Адаптация чувашского национального украшения к современным стилям» выполнен в полном объеме под руководством Болтаева Николая Михайловича. Художественно-проектная часть изучена автором глубоко, основательно, показывает заинтересованность истории своих предков, их обрядами, традициями и культурой. Выбранная тема актуальна. Не зная культуры своего народа, не может быть новых открытий и достижений. Используя разнообразные источники, автор проработал и создал 3 ансамбля национальных украшений, создав полный и законченный образ. Автор создал национальное женское украшение и связал их с современностью. Разработанный дипломный проект показывает умение Филипповой Дарьи Юрьевны применять свои знания для конкретных практических задач. Полученные результаты оформлены на высоком уровне. В целом дипломный проект заслуживает оценки «отлично». Спасибо. Научный руководитель Денис Шевцов. В стенах института, а у вас есть в дипломной работе обзор проделанной работы до вас?
Есть в приложении. Действительно уникальная дипломная работа представлена на защиту. И название, в общем-то, современное звучание здесь есть. Мы часто видим, когда художники по костюмам обращаются и используют не там, не в том объеме начинают внедрять какие-то украшения или элементы орнамента, скажем. А ваша работа задумана как творческая работа. И, может быть, звучание не совсем верное, адаптации чувашского национального украшения, одного украшения, может быть, элементов чувашского национального костюма, скажем. Тут же элементы костюма, на самом деле, представлены. Ну, работа, я думаю, заслуживает высокой оценки. Комиссия придет к единому мнению. Вам заключительное слово, пожалуйста. Хочу выразить огромную благодарность своему руководителю, научному Николаю Михайловичу. Без его поддержки я бы не справилась с таким объемом. Большое спасибо Петру Яковлевичу за то, что вы меня учили 5 лет. Галина Владимировна, вам тоже большое спасибо. Инна Васильевна, вам тоже большое спасибо. Спасибо. Она с вами больше видит. Спасибо, уважаемая комиссия. Значит, кто у нас сейчас готовится? Лавренцева. Лоренцо приглашается. Итак, на защиту представлена выпускная работа Лоренцо разницу и в скобках сочетаний и фонетические руководитель Маргарита Николаевна, рецензент. Ну что ж, вашему вниманию представляется моя практическая часть, а потом уже мы поподробнее их рассмотрим и обсудим. Можно музыку. Денис. Денис, можно музыку? Закрой глаза скорее, кто-то ходит и стучится в двери.
поподробнее о ней я вам расскажу. Не слишком подробно, все уже понятно. Ну, все равно. В общем, как вы знаете, обряд, обычаи, традиции являются отличительной чертой отдельно взятого народа. В них перекрещиваются, отражаются все основные стороны жизни. Они являются могучим средством национального воспитания и сплочения народа в единое целое. Вот. Актуальность моей дипломной работы состоит в том, что праздники зимнего цикла и вообще в особенности праздник Сургури, который я рассматриваю, они играют важную роль в празднично-обрядовой культуре чувашского народа. Праздники существовали всегда, во все времена, то есть трансформируясь по содержанию и форме. И самое важное, они несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу традиций из поколения в поколение, что сейчас очень не забывается. И в современном мире различные виды искусства активно используют различные виды масок или их изображения. То есть это живопись, скульптура, театр, кино, даже сейчас мощный арсенал графической, компьютерной графики занимается масками. Основная цель моего исследования – это анализ мифологических масок как основного элемента праздника Сургури и разработка и выполнение собственных мифологических масок. Для достижения поставленной цели мной были поставлены следующие задачи. Это рассмотреть обряды и традиции чувашских праздников зимнего цикла, также выявить роль маски и ряжения в мировоззрении чувашского народа, изучить сущность и особенности праздника Сургури, определить влияние чувашской мифологии на создание маски и изготовить на основе проведенного анализа, проведенного исследования мифологические маски как основного элемента праздника Сургури. И, как все знают, вообще Сургури – это старинный чувашский праздник. Он отмечался в период зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать. Сургури обычно праздновался целую неделю. Позднее этот национальный праздник Нового года совпал с христианским Рождеством и продолжается до Крещения. То есть по старому стилю его справляли с 25 декабря, а сейчас справляют с 6 января. Вот. Но хотела бы сейчас поподробнее узнать, разобрать слово «сургури». Само слово «сургури» или верховой «сургури» означает овечья нога. То есть от чего? «Сурах» – это переводится овца, «ури» – нога. Но кроме этого названия есть и другие значения и версии этого слова. Так, например, по такой версии появилось это слово, название в древности, в булгарский период. То есть у булгар, как и у многих народов, год делился на два периода. Зимний, влажный, холодный, то есть сур, это суран, сурать, сурдяк. И также теплый, сухой и летний, хур. Например, итла хур вогот, очень жаркое время переводится. Вот. То есть встреча зимы и лета в день зимнего солнцестояния, и отсюда и пошло название Сургури. Сургури. Также есть еще одна версия Сургури, например, сурать, сура переводится как плевать, а хура черный, то есть в прямом смысле плевать на черное. То есть как в это время в Сургури, то есть злые духи выходили на, можно сказать, спускались на землю, и поэтому вот такой перевод зима, черный, темные ночи. Отличительная черта всего Сургури – это хождение ряжеными. И необходимым элементом облика ряженого была маска-личина. Это, то есть, обязательная и древнейшая принадлежность. Она изготавливалась из предметов, которые люди, народ мог найти у себя дома. Например, такие как береста, кожа, бумага, мех, различные тряпки, ткани, там, пучки шерсти и так далее. На маске с помощью краски часто изображались глаза, брови, нос, рот. Если, например, маски на праздник Сургури не делалось, то ее обязательно нужно было помазать сажей или мелом, мукой. Вот. Раскрашивали также краской. Ряжение считалось обычно делом греховным и опасным, но как бы маски не считались нечистыми, потому что человек перевоплощался в духа какого-то божества. И поэтому, вот, когда наступало крещение, все очищались, как бы можно сказать, купались в проруби. Персонажи ряженых были символ потустороннего, внутреннего, вывернутого мира, можно так сказать. Вот.
И основная и главная функция маски – это преображение и перевоплощение сущности человека. То есть в результате этого преображения создается определенный образ какого-либо животного, предка, духа, бога. Вот. И поэтому влияние мифологии очень сильно отразилось на создании маски. Так, например, в чувашской мифологии вообще существовало более 200 различных божеств, духов, разных рангов и функций. Они в основном по своему отношению к человеку были злые и враждебны. Это такие, например, как Аржюри, Ерех, Верещелень и другие. И также среди них выделялись и добрые духи, такие как Пюлехще, Пихамбар, Тура. И, собственно, в моей дипломной работе представлены такие маски, как Пюлехще. Это вот он. Пюлехще. Это добрый дух, он стоит ближе всех к Богу, и с помощью него как бы до людей, до Бога, точнее, доносились молитвы, которые проговаривали люди. Вот. Второй это добрый дух. Аржюри – это злой дух, вот он у нас. Это Аржюри дух хозяина леса, леший. Еще его называют Варман Тура, лесной бог. Вот. И еще Херчур, самый крайний вот у нас он. Это тоже добрый дух, хранитель дома переводится с чувашского. То есть домовой, который сидел на печке, охранял дом. Также еще одна маска Исрель, это... Это у нас дух смерти в чувашском пантеоне. Вот. Ну, то есть, когда человеку приходил срок, то есть приходил к нему Исрель и забирал, можно так сказать, его душу. И последний – это Хыдым. Это дух хранитель овец. То есть он воспитывает их, ухаживает за ними. Люди очень его почитали. То есть, чтобы, например, даже если был больной ягненок в сарае, даже говорили «хыдым тыкна», страдает от хыдыма. Вот так вот. Садись. Вот. И, собственно, для выполнения этих масок у меня используется очень много различных материалов, такие как монтажная пена, меха, как вы видите, пенопласт, различные манисты, клепки и так далее. И сейчас я вам хотела бы рассказать ход работы. Вот. Достаточно. Руководитель скажет. Хорошо. Спасибо вам. Пожалуйста, Николай Михайлович, вам слово. Спасибо. Флоренция Марина, вот тут, скажем так, с первого курса она отличалась всегда вот пытливостью, шустрая была, вот всегда какие-то вопросы задавала. Но творческое начало присутствовало всегда, скажем так. И за основу диплома, там она хотела маски какие-то, ну я предложил, это чисто мое такое вот предложение, взять сургури праздник. Потому что как раз с масками у нас связано именно сургури очень плотно. Да я сам участвовал в этих праздниках в детстве, правда. Сейчас уже не так это явно. Народные традиции уходят, скажем так, очень жаль. Вот. И вот Марина эту задачу, я думаю, вот взяла без всякого там боязни, но не зная, что это такой объем, это я даже потом сам подумал, справимся ли, потому что творческий подход для студента это тоже очень сложно. Это работа художника, скажем, потому что у нас задача была вот эти маски сделать не страшные, а чтобы они были привлекательны, чтобы их можно было потом применять разных, вот, например, День Республики, там разных каких-то сценах, там, или встреча с детьми, там, потому что вот это представление в театрах, может быть, чтобы можно было эти маски применять, и чтобы они несли эстетическую сторону, а не какую-то другую, скажем. И, ну, вот она
отметил, воспитательную сторону тоже. Вот работа с планшетными проектами, это, конечно, тоже очень было, ну, много, вон, вы посмотрели, разных эскизов мы рисовали, спорили там, и пришли к такому очень простому и очень доходчивому вот таким проектам. Вот маски, конечно, это вот очень они увеличены. Мы это специально увеличили. Естественно, новые времена и требуют новых подходов. Вот, и решили вот такого характера сделать. И украшать, самое главное, национальными украшениями, чтобы они были не чужие, а чтобы они где-то выглядели вот, ну, традиционными формами, как бы вот, привычными формами. Потому что вот она отметила, народ применял все уже отработанными материалами, скажем, ну, то, что уже привыкшие, вот маниста она применяет, вот, мех и так далее, другие материалы. Вот опять хочу сказать, это вот впервые, вот, и тут, я думаю, она вот справилась очень профессионально, показала, вот, что умеет работать материалом, потому что приходилось решать на ходу все вот это вот. И, ну, бабушкин сундук, я думаю, тут очень пригодился. Тут вот, видно, что все материалы из дома, не из магазина откуда-то. Вот. Ну, скажем так, ну, не то, что нужно, ну, пригодилось, скажем. Вот. И вот эти маски, в принципе, могут сделать любая семья, и это она может объяснить, рассказать. В общем, я считаю, это была у нее творческая работа, работа очень образная, и она этим справилась. Важность этих вопросов обусловливает актуальность темы данной дипломной работы. Автор создал и выполнил мифологические маски 5 штук на основе проведенного исследования праздничной обрядовой культуры праздника Сурхури и его особенностей и отражение чувашской мифологии на создание масок. На взгляд рецензента, Флоренцева Марина Евгеньевна хорошо владеет материалом, выводы и предложения убедительно обоснованы, соответствуют содержанию дипломной работы. В целом рассматриваемая работа соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного рода. Диплом заслуживает высокой оценки. Спасибо. Высокая оценка, высокая и хорошо, и отлично. Ну, мы будем считать, что здесь отлично. Можно вопрос задать? Мне все не терпится. Конечно. Вот почему ты именно такую, Марина, музыку выбрала? И не считаешь ли ты, если бы ты выбрала действительно чувашскую национальную, такую вот, прям вот такую настоящую этно, да? Может быть, у тебя более убедительный был бы образ? Как ты считаешь? Спасибо за вопрос. Это очень интересно можно разобрать, потому что сейчас вот чувашские песни, как таковые, а современных нет. Они как бы есть, вот, например, там Койгер или Мле там поют различные песни, они хороши, но я посчитала нужным, что для моего диплома нужна немножечко осовремененная музыка, а это, как говорится, требует очень больших усилий, нужно ходить на специальную звукозаписывающую студию, там монтаж делать музыки, нарезать и так далее, а это я сама все как бы находила, вырезала. Ну вот, например, вторая песня, когда выходили «Добрые духи», это, между прочим, татарские мотивы, этнофолк, этнофольклор. А первая композиция это была там африканские барабаны, в общем, африканская тема. Но мне кажется, надо все это соединять с чувашской музыкой. Это вообще шедевр. Композитор. Так, спасибо. Еще вопросы или желающие выступить? Нет, таковых. Ну что же, спасибо за интересную работу, содержательную, по всем своим составным частям. Действительно чувствуется, что вы личность творческая, и вас ожидает хорошее будущее на этом поприще. Вам заключительное слово. Я, в свою очередь, тоже благодарна вам. Спасибо большое за внимание, за
вопросы. И особенно хотел бы поблагодарить своего руководителя Николая Михайловича Болтаева за его поддержку, помощь, напутствие мне в дипломной работе. Спасибо. Спасибо большое. Представляется работа Тушенковой Марии «Художественная реконструкция костюма женщины-воительницы». Пожалуйста, имейте в виду. У меня 3 минуты было. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, приступайте. Актуальность данного исследования. Древний костюм отражает представление человека о мировоздании, является показателем исключительности человека в мире культуры. В современном индустриальном человеке теряется способность объемного, многомерного, интуитивного восприятия мира. Отсюда все возрастающий интерес к древним традиционным культурам, стремлением превращаться к гармоничному мироощущению, единению макро- и микрокосмоса, свойственному древним. Усиливающий интерес к своему традиционному костюму, который воспринимается как памятник культуры, как этнический символ, выражающий
менталитет нации проявляется в сферах науки, искусства и образования. Также выражающих менталитет нации проявляется в сферах науки, искусства и образования, как я уже сказала, а также в туристическом бизнесе, в широком использовании костюмов при проведении различных праздников и торжеств, в открытии кружков, изучении народного костюма и вышивки. Задачи данной работы. В данной работе мы пытались художественно реконструировать костюм женщины-воительницы, раскрыть навыки в декоративно-прикладном искусстве посредством создания костюма женщины-воительницы, раскрыть художественное восприятие костюма женщины-воительницы для общих масс, рассмотреть мифологию женщин-воительниц в чувашском культуре, изучить историю возникновения чувашского костюма и костюма женщины-воительницы. Цели данной работы – найти нити переплетения и сходства в костюме женщины-воина и с чувашским костюмом, тем самым реконструировать костюм женщины-воительницы. Предмет исследования – в данной работе костюм женщины-воительницы. Объект исследования – художественная реконструкция костюма женщины-воина. Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования изготовленного костюма в различных районных конкурсах, выставках, привлечение группового туризма и индивидуального туризма. Хотелось бы рассмотреть нити переплетения между чувашским костюмом и костюмом женщины-воительницы. Во многих деталях костюма проглядывается так или иначе измененный элемент боевой одежды, например, хушпу, головной убор, до сих пор сохранившиеся элементы шлема. От него по спине спускается лента, покрытая монетами. Видите, пожалуйста. Для защиты позвоночника и для защиты спины. Также для колчана, то есть также была перевязь для ношения стрел в колчане. Эта перевязь называется тереть. Вот. Линия. Украшается монетами. На поясе есть накладки, по-видимому, служили для отвода воды при скачке на лошадях. Вот он идет. Вообще, мне кажется, то, что если рассматривать чувашский костюм и костюм воина, то по чувашскому костюму, рассматривая его, даже на головном уборе было множество вообще монет, он был украшен серебряными монетами. Вообще весь костюм был очень тяжелый, мне кажется, его не просто так носили, а в нем были какие-то древние сакральная символика вообще всего этого костюма для защиты девушки от нападений и как воина. Костюм был вообще мною изготовлен из кожи-заменителя. Вашему вниманию предлагается костюм легкой брони из кожи, украшенный декоративными вставками. Декоративные вставки вылеплены вот эти вот мною. Железные вставки декоративные были сделаны моим руководителем Николаем Михайловичем Болтаевым. Вот. Все декоративные элементы выполнены вручную. Сапоги тоже выполнены вручную, и декор их, взяты за основу обычные сапоги старые, нужны. В основу головного убора и щита, в его основу входит папье-маше, как основа, как каркас, и обтянуто кожей, украшено декоративными вставками. Вот эти декоративные вставки, как я уже говорила, из металла, а вот эти из глины. Вначале, чтобы их сделать, я делала матрицу, получается, из пластилина вылепляла форму, потом ее отливала в матрицу и уже потом забивала глиной, и получалось несколько одинаковых копий. Все? Да. Спасибо. Вопросы какие есть? Вопросов нет. Николай Михайлович, вам слово. Спасибо. Маша Душенкова, она, опять повторюсь, с 5-го курса, то есть с 1-го курса, извиняюсь, была тоже очень творческий, как бы направлен, целеустремлен. И вот этот результат, он не случайен, потому что еще на 3-м курсе, на 4-м очень
уделяла много внимания вот, национальным одеждам. Мы вместе уделяли. Ну, естественно, это волновало ей. И вот эта тема амазонки, это не случайность. Потому что сейчас все, вот, скажем, регионы России, в частности, в Чувашии, мы должны быть туристически привлекаемы. Один из моментов, это акцентированный момент, это амазонки. У нас непосредственно книга Улов, там все написано. Мы все брали из мифологии, из преданий, все не случайно. Поэтому, я думаю, она этой задачей справилась и сделала полный образ амазонки. И музыка, танцы, это за короткое время справиться было очень непросто. И сделано все это руками, она очень показала себя рукодельницей, скажем так, потому что от начала до конца сделаны ее руками. Огромный труд проделан, и ее за это спасибо, что получилось такое зрелище, очень интересное. Спасибо. Спасибо. Так, вы, пожалуйста, чуть в сторону, мы в комплексе должны работу воспринимать. Так, слово рецензенту. Пожалуйста. Рецензия на дипломную работу по теме «Художественная реконструкция костюма женщины-воительницы» студентки Душонковой Марии Александровны. Посвящена исследованию и анализу историко-этнографического материала воинствующих племен и определению специфики национального чувашского женского костюма. Основные результаты работы заключаются в том, что студентка систематизирован обширный теоретический материал, посвященный чувашскому народному костюму, найдены нити переплетения и сходства с древним костюмом женщины-воина и произведена его реконструкция. Новизна работы заключается в комплексном сборе фольклорных, этнографических, археологических информаций, осмыслении исторических процессов и попытке раскрыть художественное восприятие костюма женщины-воительницы. Практическая значимость работы заключается в том, что открываются возможности не только для использования материалов исследования, не только как теоретическое и методическое пособие, но и для научно-исследовательской работы. Анализ обоснованности выводов и предложений, на взгляд рецензента, заключаются в том, что дипломник хорошо владеет материалом, выводы и предложения убедительны, обоснованы, соответствуют содержанию дипломной работы. Качество оформления соответствует требованиям. В целом, дипломная работа Душонковой Марии Александровны оставляет хорошее впечатление, соответствует требованиям, предъявляемым к данного рода работам. На наш взгляд, выпускаемый квалификационный проект заслуживает оценки отлично. Спасибо. Кто желает выступить из членов комиссии? Пожалуйста. Насчет практической значимости я бы хотел добавить, что тут не только туристический аспект, но очень важный аспект, наверное, пропущен. Это именно аспект сценического костюма. Очень много у нас драматургических произведений на исторические темы предлагает театр свои костюмы. Великолепные костюмы. Спасибо. Спасибо. Есть еще желающие? Да, действительно, уже третья защита идет. Какая-то новизна чувствуется в жизни Института культуры и искусств. Это от руководителя зависит. Спасибо вам, Николай Михайлович, что сумели заинтересовать студентов, направить и умело руководить. Спасибо вам. Вам слово для заключения, пожалуйста. Спасибо большое за внимание, спасибо за понимание, спасибо Николаю Михайловичу как руководителю, спасибо родителям за понимание, за то, что понимали меня, то, что время давали. Спасибо всем. Надеюсь, мой труд будет востребован. Да. Спасибо. Вы готовы, да? Так, объявляем тему. Добрый день, уважаемые комиссия. Итак, на защиту представлена очередная выпускная квалификационная работа автор Петрова
тема искусство, качество, как средство развития эстетического восприятия у учащихся. Руководитель Кузнецов Василий Иванович, рецензент, Полнота духовной жизни во многом определяется эстетической развитостью личности, умением сильно и глубоко чувствовать, быть в гармонии с природой и обществом. Проблема становления человеческого в человеке сегодня приобретает особую актуальность в связи с изменившимися общественно-социальными, политическими и иными условиями существования и развития человека. Необходимой предпосылкой становления и необходимой предпосылкой становления эстетической культуры личности выступает развитое эстетическое восприятие. Ограниченность эстетических переживаний и представлений учащихся обусловлена рядом причин, основной из которых выступает отсутствие в образовательном процессе необходимых и достаточных условий для полноценного развития эстетической жизни формирующегося человека. Занятия эстетического цикла, к сожалению, до сих пор остаются второстепенными, но даже эти предметы не вполне решают задачи развития эстетической жизни ребенка. Важную роль в развитии эстетического восприятия играет искусство повраткачества. Занятия искусством повраткачества учат не просто смотреть на предметы, а сосредоточенно всматриваться в них, пристально наблюдать, сравнивать, выделять для себя наиболее красивые из них и передавать эту красоту, проникновенно схваченной воображением. Эти работы очень Итак, вышла на защиту своей руководитель Болтаев Николай Михайлович, рецензент Лялина Инна Васильевна. Так, пожалуйста, приступайте. Тема моей дипломной работы – это воплощение темы чувашской семьи в скульптуре малых форм. Становление и развитие национальных систем воспитания охватывает многие века. Материнский язык, народное творчество, в частности фольклор, мифология, этническая символика, искусство, семейно-родовые традиции, обычаи и обряды, народные игры и другие средства воспитания, используемые народами, их национальные духовно-нравственные ценности формировали у подрастающих поколений на всем протяжении истории лучшие человеческие качества. В народной педагогике реально действующим центром воспитания являлась всегда и является сегодня семья. Она выступает культурным, ценностным, информационным пространством, во многом уже с ранних лет предопределяющим формирование личности ребенка. Художественный образ семьи в искусстве выражает духовные и прежде всего идейно-нравственные богатства народа, его идеалы добра и красоты, его нравственно-эстетическое отношение к действительности от отношения к семье, к роду, как к ближайшему окружению человека, скрепленному родственными узами, и кончая отношением к этносу и межэтническими взаимоотношениями. Наиболее полно передает образ семьи такой вид искусства, как скульптура. Скульптура – это одно из достижений творческой деятельности человека. Это вид изобразительного искусства, основанный на принципе трехмерного изображения. Ее форма, содержание, образ строятся на законах красоты, гармонии, равновесия, ритма и обуславливаются социальной жизнью, опираются на традиции и новаторство. Главными выразительными средствами ваяния служат размещение фигуры в пространстве, передача ее состояния, структурная организация объема, взаимодействие с окружающей средой и природой. Мастер может использовать такие художественные приемы, как повествование, символ, метафора, аллегория. Большое значение в изобразительных средствах придается материалу и его цвету. Народное ваяние, если оно к тому же антропоморфное, представляет немалые трудности для его осмысления и расшифровки. Для него нужна другая теория, ибо в его основе лежат тысячелетние каноны, представления различных племен и народов. Образная система, изобразительные средства связи природы с человеком
народной скульптуре иные, гораздо сложнее и структура ее содержания. Произведениям присущ синкретизм. В одно и то же время люди и те же фигуры означали конкретного человека и предков. И модель мира со сферами, светилами, известными древним людям планетами, а другие богов. К сожалению, все эти вопросы изучены в науке слабо, а в искусствоведении они почти не затронуты. Актуальность темы заключается в том, что в наше время возникла и усиливается утрата традиций. Традиционное изобразительное искусство иллюстрирует духовный мир народа, его специфические черты восприятия окружающего мира и является одним из важнейших показателей исторического генезиса самого народа. Утрата традиций – это прежде всего утрата собственного исторического опыта. В то же время негативные тенденции потери исторического опыта в ходе глобализационных процессов проявляются не только в утрате связи поколений, но и в утрате возможности полноценного развития в сфере гуманитарной науки и искусства, этническому существованию чувашского народа. В первую очередь разрушается этнопедагогическая система семьи. Рвутся родственные связи, семьи становятся все более двухпоколенными или вовсе бездетными, однопоколенными. Исчезают традиции трудолюбия, исчезают многие исконно чувашские духовно-нравственные ценности. Деформируется тысячелетняя традиция целомудрия, подвергается испытаниям многовековой обычай культа предков. Именно поэтому так важно изучение истоков родного народа и его традиционной культуры. Объектом моего исследования стал образ чувашской семьи. Предметом исследования – скульптура малых форм. Цель данного исследования – это получить представление об образе чувашской семьи и воплотить ее в скульптуре малых форм. Задача. Первое. Провести теоретический анализ научной литературы. Второе. Выяснить историю происхождения чувашского этноса, получить представление о традиционном быте и семейном укладе. Третье. Изучить историю развития скульптуры, ее основные виды и жанры. Четвертое. Изучить чувашскую народную скульптуру малых форм. Пятое. Разработать и выполнить образ чувашской семьи в скульптуре малых форм. Что я и проделала в своей практической части. Это вы можете наблюдать сейчас. Эта скульптурная композиция состоит из 20 фигурок, выполнена в глине. Называется «Чувашская деревня», жанр бытовой, вот, а вид скульптуры – скульптура малых форм. Вы завершили одной из целей или задач исследования вашей работы назвали изучение скульптуры малых форм. Кого из мастеров вы можете назвать? Из чувашских? Да. Ну, вот, например, у Поповой произведения, также цивильская женщина, учитель, преподаватель. Я практику проходила как раз. Вот она как раз-таки создает... Станковые, монументальные скульптуры, тоже мастеров знаете, да? Ну да. Хорошо, спасибо. Так, руководитель слова у нас. Спасибо. Михайлович, пожалуйста. Фаина Степанова эту тему, конечно, взяла не случайно, потому что, также, повторюсь, с первого курса я преподаю рисунок, живопись, композиции, скульптура, пластическая анатомия, она всегда дотошно все вырисовывает, у нее вот это вот дано. Вот малые формы очень она любит, видно, в детстве зря не теряла, куклы играть, это вот по сей день осталось, видно. Это очень хорошее качество. Творческое начало у нее везде бьет ключом, скажем, и что она не делает, или живопись, или рисунок, получается всегда как законченная работа, вот, как произведение. Вот, это вот как подход такой, не случайно, скажем. И вот эта дипломная работа тоже не случайно, потому что уже начали с прошлого года, вот, с 4-го курса, все это изучение идет, и лепим, и делаем, и общаемся. В общем, обогатились до диплома. Вот, прям получилось, я так думаю, и
все согласитесь, это для института нашего, это наше достояние. Вот эти скульптуры, это могу смело назвать, это произведение. Ну, это вот мечта наша, вот именно видеть такие образные, там же вот потом вот поглядите, вот, жалко, вот надо было вот здесь вот на проектор показать большие вот, изображения. Вот. Это вот все они имеют какой-то вот психологические портреты, они все не случайно, они вот имеют не случайно эти формы, вот одежда там вот дотошно, все это сделано правильно, и это вызывает очень огромное вот восхищение, уважение вот мастеру. Вот она сейчас как мастер выполнила все идеально, скажем так. Тут докопаться это практически невозможно. Даже собаки там вот в национальной одежде, они кошки там вот, можно поближе потом посмотреть. И в связи с этим хочу сказать, она полностью выложилась и выполнила вот в материале эти великолепные малые формы правильно и достойно. Вот. Я считаю, это наше достояние. Вот чтобы лучше ее сделать, не знаю, вот пока вот этих студентов мне нет вот, в наличии, скажем. Вот. Я поэтому очень рад за Фаину. Вот она, я думаю, в нашем чувашском изобразительном искусстве уже сделала такой яркий шаг, правильный шаг, и я думаю, в короткое время ее узнают в разных выставках, и наш институт, я думаю, везде будут эти работы выставлять, как наше вот, произведение наших студентов. Николай Михайлович, вы уверены, она будет работать творчески? У нее уже все это записано, запрограммировано с детства. Так, кто у нас? Ну, уже она, кстати, извиняюсь, работает. Мультфильм, вот я хочу сказать, на третьем сделали мультфильм, да? Мультфильм сделали с группой. Потом вот она участвовала в каком-то, где-то конкурсе, где там вот ты участвовала, делали мультфильм. Вот ты говорил, заказ там выполняешь. Комиксы рисовала. Да, вот комиксы, у нее вот это вот уже вот с первого курса. Хорошо. Вот. Так, слушаем текст рецензии. Так, рецензия на дипломную работу «Воплощение темы чувашской семьи в скульптуре малых форм» студентки Степановой Фаины Вячеславовны. Посвящается анализу традиций семьи в истории развития чувашского этноса, сохранению и развитию этнокультурной идентичности, выявлению различных направлений в этой деятельности. Сделана попытка выразить образ чувашской семьи в скульптурной форме. Результат работы заключается в том, что студентка систематизирован обширный теоретический материал, посвященный истории происхождения чувашского народа, его традиционному быту, народной педагогике, как источнику развития общенациональных форм сознания. Новизна работы заключается в комплексном сборе информации, осмыслению процессов сохранения традиционных этнокультурных традиций, истории развития культовой скульптуры в Чувашии. Дипломник разработала и выполнила скульптурную композицию «Чувашская деревня», придерживаясь канонов, сложившихся в глубине истории, раскрыла образ традиционной чувашской семьи. Кроме того, разработана педагогическая методика работы с детьми в области лепки. Практическая значимость работы заключается в том, что открывается возможность для использования материалов исследований не только как теоретических и методическое пособие, но и для научно-исследовательской работы. Анализ обоснованности выводов и предложений, на взгляд рецензента, заключается в том, что дипломник хорошо владеет материалом, выводы и определения убедительны, обоснованы, соответствуют содержанию дипломной работы. Качество оформления соответствует требованиям. В качестве недостатка следует отметить недостаточно полное отражение практических занятий лепки с младшими школьниками города Цивильска. Ну, имеется в виду в самой дипломной работе, хотя на самом деле
чувствуется, что практику она провела, конечно, очень даже здорово с ними. В целом, дипломная работа Степановой Фаины Вячеславовны составляет хорошее впечатление, соответствует требованиям, предъявленным данным рода работам. На наш взгляд, выпускной квалификационный проект заслуживает высокой оценки. Озвучьте, пожалуйста, высокое. Отлично, конечно. Спасибо. Да. Только отлично. Хорошо. Есть желающие выступить? 3 слова и можно Будьте сказать, добры. да? Вот в 5 лет проучились, я все время недоумевал, почему у вас такие грустные глаза. Оказывается, вам просто скучно с нами, вам интереснее с куклами. Живите с ними в дальнейшем. Да. Спасибо. Так, ну, других желающих выступить. Да, работа интересная, действительно. Вот я понял так, что Николай Михайлович, ваш руководитель, будет ждать встречи с вашими творческими работами на художественных выставках. Сначала чувашских мастеров искусства, потом региональных, а затем, может быть, и всероссийский уровень вас ждет. Удачи вам, всего доброго. Вам слово для заключения. Уважаемый председатель комиссии, я хотела бы вас поблагодарить за ваши теплые слова. Мне было очень приятно, также за ваши вопросы ко мне. Спасибо за те годы, которые вы обучали нас. Все лекции, все это будет храниться долгие годы, знания, все это будет применяться в течение всей жизни. Спасибо. Спасибо.